4 золотые медали завоевали якутские борцы в столице республики. При поддержке Алроса завершился 16-й международный турнир по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина. В одном из самых зрелищных спортивных соревнований приняли участие борцы из 11 зарубежных государств и 12 регионов страны. Подробнее о схватках финального дня и его результатах в материале Лилии Бурцевой. Нургун Сергин первым принес сборной Якутии золото турнира Дмитрия Коркина. Выходец Мирнинской школы вольной борьбы выступил в весовой категории до 92 килограммов, где уверенно стал финалистом турнира. В борьбе за золотую медаль соперником якутского вольника стал спортсмен из Молдовы Шахман Жабраилов. Первый балл Нургун Сергин заработал активной борьбой, а затем сумел совершить успешный проход. Он одержал победу со счетом 3-0. В категории до 70 килограммов на высшую ступень пьедестала 8-й раз за свою карьеру взошел якутянин Виктор Рассадин, выступавший за сборную Таджикистана. Он победил со счетом 9-2, улучшив свой рекорд по количеству золотых медалей международного турнира. Мой опыт, мое желание победить, оно меня не подвело, поэтому всем спасибо, всем, кто пришел поболеть. Понимаю, что сам выиграть это, конечно, нехорошо, но это такой вид спорта, где кто больше трудится, тот и выиграет. Тут нету никаких секретов, там повезет кому-то, не повезет. Такого нету, здесь только черная работа. Во второй золотой финальной схватке в категории до 65 килограммов победу отпраздновал японец Рейджи Учида. Он уверенно обыграл Владислава Кривошапкина из сборной Якутии, показав высокий уровень и опыт призера первенства мира. Первый период завершился со счетом 4-0, а к концу встречи счет составил 5-0. Я очень рад быть на этих соревнованиях. Здесь очень популярна борьба и сильные спортсмены. Якутия очень интересная, и я рад быть тут. Я очень постараюсь на Олимпийских играх в будущем. Поддержать спортсменов пришел двукратный победитель Олимпийских игр по вольной борьбе Магомед Рамазанов. Он отметил высокий уровень подготовки спортсменов и организации турнира. По его словам, он был удивлен тем, что мероприятие соберет столько зрителей. В течение 2 соревновательных дней спорткомплекс «Триумф», который вмещает более 3000 зрителей, был переполнен. Столько любителей вольной борьбы собиралось в последний раз на Кубке мира в 2019 году. Впечатления шикарные, честно сказать. И организационные моменты, и сами выступления спортсменов, и в целом гостеприимство я не сомневался. В общем, я доволен, даже больше, чем доволен. По технике последняя схватка, Рассадин показал класс. Хотя другой парень, Капринов, он тоже призер России, тоже, может, очень хороший спортсмен, высокого уровня. Рассадин намного опытнее и показал класс сегодня. Крупное спортивное мероприятие провели на высшем организационном уровне. Многие годы компания «Алроса» является генеральным партнером турнира. В этом году на 16-м международном соревновании компания выделила средства на призовой фонд и организацию мероприятия. Поддержка спорта в стране, в нашей родной Якутии, поддержка здорового образа жизни, тяга, занятия спорту всегда была одной из лучших традиций компании «Алроса». Участие такого количества государств является доказательством престижа международных соревнований. Поддержка со стороны основной бюджетообразующей компании республики «Алроса» вносит большой вклад в развитие спорта. Спортсмены нашей республики вновь подтвердили высокий уровень якутской школы борьбы, завоевав 4 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые медали. Триумфаторы соревнований получили сертификат на 200 тысяч рублей. Серебряные и бронзовые призеры по 100 и 75 тысяч рублей соответственно. Лилия Бурцева, Станислав Потапов, Якутск.